Председатель социал-демократической партии Виктор Швед. Для социал-демократов Молдовы выбор между ЕС и Евросоюз не является выбором политических систем, а является выбором между рынками распределения труда и рынками сбыта продукции. Усилия Европейского Союза по управлению Молдовой преследуют цель заключения договора о свободной торговле. При этом Европейский Союз оценивает, что Молдова не имеет конкурентоспособных товаров, а соответственно не представляет угрозы для товаропроизводителей Европейского Союза и не располагает сферой услуг, которые составляют конкуренцию компаниям на рынке Европейского Союза. Соответственно, договор о свободной торговле Европейского Союза и Молдовы преследует только одну цель – контроль Европейского Союза над рынком сбыта на территории Молдовы. Европейский Союз также не может позволить Молдове принять участие в рынке распределения труда, так как в Европейском Союзе высокий уровень конкуренции, сокращение объемов производства, а многие страны Европейского Союза располагают невостребованными ресурсами. На рынке Евразес Молдова может получить все. Получить все в первую очередь потому, что в нас нуждается самый крупный и влиятельный участник Евразес – это Россия. Россия имеет роскошь отказаться от молдавских продуктов питания, алкогольной продукции и трудовых ресурсов. Но Россия не может отказаться от контроля в Молдове за инфраструктурными объектами. Газопровод, железная дорога стандартного СНГ, автомагистрали, линия электропередач и, самое главное, ответственность перед соотечественниками. Первостепенное значение для России имеет также нейтральный статус Республики Молдовы, то есть не вступление Молдовы в военный блок НАТО. Молдова в настоящий момент обладает всеми этими преимуществами и гарантирует России эти интересы. А это значит, что Молдова может получить от Евразес все с помощью Российской Федерации. В зале есть много людей, которые согласны с тем, что Молдова должна запросить у России и членов Евразес право на вступление в Евразес. Сегодня мы являемся наблюдателями. Вы подписали соглашение по Евразес в качестве наблюдателей. А в наших селах и городах с моим предложением согласятся, наверное, 70% населения. Народ Молдовы просит Евразес открыто заявить, что лидеры государств, участников согласны, чтобы Молдова перешла из статуса наблюдателя Евразес в полноправного члена сообщества и стала членом Таможенного союза. А самое главное, в переходный период лидеры этих государств должны гарантировать в условиях очевидности того, что Евразес, Европейский Союз и США прекратят финансирование, что будет предоставлен компенсационный грант, который будет предусматривать также и штрафы по контракту между Молдовой и Всемирной торговой организацией. Если это будет сделано под лица авторитетных лидеров России, Беларуси и Казахстана, то народ Молдовы перейдет к процедуре принуждения политической системы Молдовы по изменению внешнеполитического курса страны, естественно, в целях присоединения к Евразес. Таким образом, Молдова решит для себя задачу гарантии рынка сбыта на пространстве Евразес после вступления Молдовы в Евразес и Таможенный союз, что, безусловно, гарантирует Молдове доступ к более дешевому сырью, товарам и энергоресурсам. Второй вопрос об участии в рынке распределения труда в рамках Евразес решается несложно. Молдова находится на юге Европы. Мы выращиваем то, что не может выращивать наши экономические партнеры на севере Европы и в Азии. В то же время наши партнеры в Евразес выращивают то, что не можем производить мы в сельском хозяйстве. Климат и земля помогли нам быть конкурентными в сельском хозяйстве и в то же время участвовать в рынке распределения труда по производству продовольственных товаров. Молдова не располагает ресурсами и не должна к этому стремиться, чтобы составить конкуренцию экономическому сообществу Евразес Таможенного союза в легкой и тяжелой промышленности. В то же время в целях занятости населения можно договориться со странами Евразес о промышленных операциях. Но есть несколько отраслей экономики, которые должны войти в пакет «Все для Молдовы» от России. Наша страна может, должна и нужна как страна логистики, грузов и почты между Европейским Союзом и странами СНГ. В этих целях я предлагаю рассмотреть Евразийскому Союзу, Таможенному союзу, Молдову как единую таможенную территорию в режиме свободной экономической зоны. Молдова сохранит таможенную границу не как государство, а как свободная экономическая зона. И
из Европейского Союза и стран СНГ, а также из других стран мира, на территорию Молдовы будут поступать товары без взимания таможенных тарифов, и в последующем, в зависимости от сертификата происхождения, будут применяться меры экономического регулирования в экспортно-импортных операциях. Этот план детально продуман и не противоречит нормам Евразес и ВТО. Нужна только воля и особые условия присоединения Молдовы к Евразес и Таможенному союзу. В зале находятся представители Европейского Союза, о котором я говорю. Не сопротивляйтесь этому проекту Молдовы. Он вам выгоден в операционных целях для торговли между Европейским Союзом, странами СНГ и Таможенным союзом. Вы от этой услуги Молдовы заработаете больше, чем от сбыта своей продукции в случае подписания Молдовой и Европейским Союзом договора о свободной торговле. Превратив Молдову в свободную экономическую зону и страну логистики, мы, Молдова, претендуем на создание новой отрасли экономики – это электронная торговля. Молдова в этой части уже вне конкуренции среди всех стран СНГ. Товары и почту от Молдовы в страны Евразес также претендуем поставлять только мы, молдаване. Безусловно, что парк железной дороги, автомобильного транспорта, как и дороги Молдовы, мы готовы осваивать совместно с нашим партнером из Евразес, создавая совместные предприятия. Безусловно, что к этому выступлению я могу приложить еще несколько страниц детализации участия Молдовы в рынке распределения труда в рамках Евразес. Но более важным является ответ на вопрос, готова ли Россия в ближайшей перспективе расширить поле активности в Республике Молдова, чтобы сохранить национальные интересы России в Молдове и предоставить Молдове все, что я изложил. Готовы ли партнеры России в рамках Евразес согласиться помочь России сохранить национальные интересы России в Республике Молдова? До настоящего момента поле активности России было направлено только на защиту соотечественников Приднестровья и по сохранению геополитического присутствия у ворот Балкан. Нам этого мало. Народу Молдовы нужна помощь. Молдавский народ сжимает руки капиталистов из Европейского Союза, которым нужна только прибыль, и руки империалистов США, которым нужно переместить свои войска ближе к границам России. И Европейский Союз, и США являются злом для молдавского народа. Добро мы чувствовали только от России, братских народов СССР и от времен, когда у нас была развита экономика, которая гарантируется в настоящее время только после вступления Молдовы в Евразес и Таможенный союз и участия Молдовы в рынке сбыта и распределения труда на территории Евразийского союза и Таможенного союза. Спасибо.